Всех приветствую. Меня зовут Раиса Зубарева. Вы на канале Движения за независимость Саха. И сегодня я бы хотела поговорить на такую довольно странную тему, как прошедшие в конце прошлой недели выборы. В общем, разговор о выборах. Выборы прошли. Казалось бы, да, прошли. Наверное, большая часть населения Республики Саха, большая часть жителей вообще не поняла, что были выборы. Надо сказать, что эти выборы ничего принципиально не поменяли в политической жизни республики. Ну и вообще в политической жизни России. Были даже комментарии, я читала по поводу выборов. Были ли выборы вообще? Что-нибудь вы слышали ли об этом? Спрашивали люди, да? То есть это такая формальность, которая уже не интересна ни жителям республики, ни самой власти. Если я раньше призывала бойкотировать выборы, ну, это была такая форма протеста, да, против власти, то теперь можно даже не бойкотировать, никакого протеста в том, что кто-то не пошел на выборы, не было. Эта процедура абсолютно обесценена. Но все равно хотелось бы поговорить, потому что на этих выборах произошло несколько очень важных событий, на которые, я думаю, стоит обратить внимание. Во-первых, ну, сразу скажу, что выбирали глав 4 улусов, выбирали мэров городов и выбирали глав поселений и депутатов небольших сельских советов. Вот активно продвигали власть активно продвигала тему, что в выборах будут участвовать участники войны, да, от партии «Единая Россия». Я, честно говоря, не нашла никаких данных о ветеранах так называемой СВО, которые участвовали в выборах, да, и где-то даже, может быть, прошли на уровне поселений, на уровне и даже депутатов сельских советов. По-моему, там даже близко не было никаких СВОшников, но надо будет ждать, видимо, какие-то дополнительные сведения об этих выборах. Если они и были, то, как обычно, как обычно власть делает, да, она предоставляет липовых ветеранов, которые до участия в боевых действиях уже были чиновниками, ну или там съездили пару раз с гуманитаркой в оккупированный Донецк или в оккупированный Луганск. Если коротко, еще раз повторю, в 4 районах проходили выборы глав. Это Сунтарский улус, Хангаласский улус, Усть-Алданский и Оленёкский. В Сунтарском улусе победил представитель «Единой России». В остальных улусах победили самовыдвиженцы. Надо сказать, что если бы эти выборы не были фарсом, да, то это были бы очень плохие результаты для федеральной партии. Победителями стали или самовыдвиженцы, или новые люди. Ну, такие, можно сказать, громкие победы были, да. Сейчас можно сказать, что не было никого значимого такого, чья бы фамилия была на слуху от коммунистов, от ЛДПР или справедливо-росов. Вот эти партии, их вообще практически задвинули там на 10-й край, да. Про партию «Яблоко» забыли вообще все. Ну, эта партия, считайте, уже уничтожена в России. Много говорили и писали про выборы в Хангаласском улусе, там, где победил самовыдвиженец Сергей Гребнев. Поначалу он участвовал в праймерис от «Единой России», да, но его искусственно сняли, и власть сделала ставку на менее популярного кандидата, на женщину. Там была, по-моему, женщина по имени Васильева, по фамилии Васильева. В итоге люди все равно проголосовали за Гребнева, несмотря на то, что партия его отодвинула. Ну, то есть, можно говорить о том, что власти попытались как-то управлять процессом вручную, но у них, конечно же, ничего не получилось. Вот именно об этих выборах много говорили и писали. В частности, Виталий Обидин написал по этому поводу текст, который он назвал «Жираф большой, ему видней». Да, я совершенно согласна. Республиканская и федеральная власть воспринимают народ как объект, а не как субъект.
И этой власти, ну вот, грубо говоря, люди для них это стадо баранов. Прикажут этому стаду идти на выборы, стадо идет на выборы. Прикажут этому стаду голосовать за одного, ну, им так кажется, да, властям, люди будут голосовать. Прикажут им голосовать за другого, люди будут голосовать за другого. Вот, так и есть, но, тем не менее, случаются, как мы видим, казусы, да, люди начинают протестовать. Совсем уже бесцеремонно, совсем уже бесцеремонного и против такого хамского к себе отношения. Вот. Сомневаюсь, что какие-то политические последствия будут у того, что самовыдвиженец победил на выборах в Хангаласском улусе. Да? Единственное, что надо сказать, что Кремль, скорее всего, ну, конечно, обязательно, да, так сделать, возьмет себе на карандаш, что вот в республике в нашей опять что-то мутит там с выборами. Вот. Опять кто-то там держит, значит, фигу в кармане. Вот. Еще один факт, это то, что в Покровске выиграл кандидат от партии «Новые люди» Виктор Константинов. И можно было бы и за Виктора Константинова, и вообще за людей порадоваться, если бы мы не знали, что «Новые люди» – это вообще дочерние предприятия партии «Единая Россия». То есть поменяли шило на мыло. Да? Абсолютно карманная партия. Абсолютно карманные выдвиженцы, абсолютно карманные люди находятся в этой партии. Кроме, наверное, тех, кто сейчас занимает места депутатов Ил-Тумена. В частности, я говорю про Александра Иванова. Вот это вот единственный представитель этой партии, который имеет свое личное мнение и который не боится его высказывать. Вот, что еще можно сказать про эти выборы? Ну, надо отметить, я думаю, что все это поняли, все это увидели, кто следил за этими выборами, да, что выборы эти были абсолютно какими-то нищенскими. Такое ощущение, что власти достала, значит, еще все свои эти урны, все эти кабинки для голосования, все это вот старье достало, ни копейки не потратила ни на рекламу, ни на, значит, агитацию. Ну, в принципе, конечно, понятно, да, что ей это не надо. Власти это не надо. Выдвинули кого-то там, минимально потратили. Они все равно знают, что люди придут, люди там за кого-то будут голосовать, админресурс там будет работать все равно, да. Ну, то есть им и не нужно было тратить ничего, каких-то больших средств на эти выборы. Поэтому они выглядели вот так убого. Ну, посмотрите, в Татинском улусе люди вообще, опять же, голосовали на бочках. Да? Помните, как у нас было, да? Голосование на пеньках? А у нас вот теперь на бочках люди голосовали. И во всяких коровниках. Вот. Еще на этих выборах были достаточно курьезные случаи. Например, выборы главы Террасинского наслега Татинского улуса. В общем, там два кандидата набрали одинаковое количество голосов, каждый по 232 голоса, а выигравшим признали того, кто первым зарегистрировался. Ну, то есть, кто первый встал, того и тапки, да, как говорится. Или тут же вспоминается анекдот про большую семью, в которой, значит, не щелкают. Ну, тут нецензурное слово, я, конечно, его не буду употреблять. Вот, вообще должны были, конечно, провести повторные выборы, но не стали заморачиваться, кому они вообще нужны, кому они интересны. Вот, поэтому выбрали по такому, значит, принципу. Кто первый зарегистрировался, того, значит, и приняли. Вот, следующий курьезный, еще один курьезный случай. Во втором Мятисском наследии Среднеколымского улуса вообще не состоялись выборы главы, потому что не было ни одного кандидата. То есть это получается, что никто не захотел себя связывать кандалами власти. Вот. Но я думаю, что администрация главы нашего этот факт просто прошляпила. Вот. Поэтому
Ну, как бы ни звучало это горько, это все-таки глава, это, значит, местное самоуправление, это исполнительная власть, да, на месте, и она как бы должна решать на месте проблемы людей. Жаль, конечно, что никто не захотел возглавлять этот наслег. Вот, я думаю, что каким-то образом, опять, видимо, по тому же принципу, кто первый придет, кто там проявит инициативу, того они, значит, без выборов и поставят главой, назначат, да. Единственный положительный результат всех этих выборов, единственный положительный результат, это не победа новых людей, это не победа даже никакого там самовыдвиженца, да. Для меня это победа Павла Васильева на выборах главы Аймиконского наслега, там, где полюс холода. Павел Васильев выдвигался от партии «Единая Россия», но, по сути, вообще для меня он не партийный человек. Васильев, на мой взгляд, победил благодаря своему личному авторитету. Это бесспорно. Мы не так давно тоже публиковали небольшой материал про Павла Васильева и про его действия во время вот этой трагедии Аймиконской, во время этого летнего наводнения. Он один реально помогал жителям. Вот. Пока не приехали там чиновники из правительства из Якутска, пока там не появился через неделю глава УЛУСа, да. В общем, единственный человек, который оставался каждую минуту с самого начала, да, этой трагедии, это был Павел Васильев. Вот. Ну, можно сказать, что это уникальный случай. В Аймиконе партия власти победила только потому, что кандидат обладал реальным доверием людей. Вот. Ну и, как нам потом писали, Павел Васильев известен в Аймиконе не только потому, что он проявил себя очень хорошо во время этого аймиконского наводнения. Он еще и до этого тоже там котельную строил. В общем, человек, который реально знаком с проблемами своего наследия, своего села. Вот. Ну, все эти выборы, можно, конечно, сказать, что для Кремля это тревожный сигнал, да, хотя все правительственные СМИ, провластные СМИ, скажем так, они сказали, что вот, разгромная, значит, победа Единой России, 80% это все, значит, все наши партийцы победили, да, но 80% это практически только главы поселений и депутаты тоже поселковых советов. Крупные улусы, главы улусов, да, это самовыдвиженцы, ну и там новые новые люди тоже в каких-то вот, в общем, городах выиграла, и депутатами тоже они стали. Поэтому, да, можно сказать, что это, конечно, тревожный сигнал. Мы в очередной раз показали, что наш регион может голосовать самостоятельно, а не по указке сверху. Ну, это вот тоже такое себе утверждение, да, что хотелось бы, да, только бы мешает. На самом деле весь этот фарс с выборами можно было бы и отменить. Но власть никогда этого не сделает. И надо понимать, почему. Власть все равно будет проводить эти вот несчастные выборы. И пусть они будут даже нищенские, пусть они даже будут проводиться на пеньках и в коровниках. В общем, все равно выборы будут проходить. Даже несмотря на то, что, вот, ну, казалось бы, там в России действует как бы военное положение. Можно вообще отменить выборы, да, по большому счету. Тем более сейчас будут проводить значит, на этой осенней сессии закон о местном самоуправлении. Вообще будут отказываться, да, от выборов. Вот, ну, им выгодно, да, изображать демократию. Почему? Ну, видимо, по каким-то там внутренним, личным, я не знаю, там, правилам хорошего тона. Вот посмотрите, даже в Северной Корее проходят выборы. Там выбирают депутатов Народного, значит, собрания. А чем хуже Россия? У нас тоже должны быть выборы. У нас тоже должна быть вот такая игра во власть народа. Вот, ну и еще одно практическое значение выборов – это тест для власти на народные настроения. Где они смотрят, да, в каком регионе у них люди находятся, значит, под каблуком полностью, да, или большее количество людей, а где люди из-под этого каблука
хотят выползти на свет Божий, да, кто у них там держит фигу в кармане. Ну, то есть они тестируют таким образом настроение людей в регионах. Вот. И судя по этим выборам в республике, в общем-то, учитывая все цифры, учитывая вот эти все победные реляции, да, 80% за Единую Россию, мы являемся таким себе послушным регионом. Вот. Ну и на этом, пожалуй, все. Сказать больше про выборы нечего, обсуждать больше нечего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и это, и другое видео. Это помогает нам в продвижении канала. Это помогает еще большему количеству людей узнать о том, что происходит в республике. И, как обычно говорю, у нас нет цензуры. Вот. И еще очень большая просьба помочь нам донатами. Все реквизиты для того, чтобы помочь нам совершенно безопасно, указаны у нас под этим видео. Под этим и под каждым другим большим видео. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч.